Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Община мусульман. Всемогущий Аллах создал человека, одарив его множеством благ, которых лишены другие создания, но не дал чего-то, что есть и у других созданий. Человек не сотворен подобно ангелам, безупречным во всем, но и не подобен испорченным дьяволам. Аллах дал человеку право выбора. Если он хочет, он берет пример с тех, кто лучше него, то есть ангелов. А если пожелает, то посмотрит на тех, кто ниже, на дьяволов, и уподобляется им. Из-за свободы выбора человек как бы предоставлен самому себе. В силу этого человек допускает ошибки, порой забывчив, бывает рассеян, совершает грехи. Но милость Аллаха велика, и Он дает человеку возможность одуматься и оставляет двери покаяния широко открытыми. В ниже следующем аяте отражается то, насколько Аллах добр к человеку. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния, то есть грехи. Рассматривая драгоценное наследие хадиса, мы находим многочисленные примеры того, как богоугодные дела стирают грехи. Среди них намазы, совершаемые мусульманином в течение дня и ночи. Благодаря им человеку прощаются прегрешения, допущенные между этими молитвами. Среди них пятничные молитвы джума. Малые грехи, совершенные между двумя молитвами джума, также прощаются по причине этих молитв. Также обстоят дела с прегрешениями в период между двумя рамаданами. Но и для малых, и для больших грехов существует одно общее средство – это искреннее покаяние. Об этом Всевышний Аллах говорит в Коране. Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно, их злые деяния Аллах заменит на добрые. Община мусульман. В этом моменте мы должны остановиться и задуматься. Нет ли в этом деле обратной стороны? Если грехи исчезают благодаря добрым делам, не исчезают ли наши добрые дела по причине грехов? И мы вынуждены признать тот факт, что так оно и происходит. Награда за добро, которое мы совершили, если оно действительно засчитано нам, может пропасть из-за скверных дел, если вообще есть чему пропадать. Говорит нам Аллах, устрашая: «Не губите ваши дела». Представьте себе, человек, утруждая себя, лишая себя сна, молился ночами, постился, страдая от жажды в самые жаркие дни, раздавал значительную часть имущества, заработанного нелегким трудом в качестве милостыни, и делал еще многое другое, и все это пропало зазря, все погублено им же самим. В чем причина? Как такое могло произойти? Самой большой причиной подобных несчастий является распущенность и бесконтрольность языка. Ситуации могут быть разными. Например, человек в кругу людей хвастается своими добрыми делами, или насмехается над теми, кому он сделал добро, или попрекает своими благодеяниями, или же принижает достоинство тех, кто не может делать столько же дел, сколько и он сам. Он похож на того, кто годами с трудом строил дом, а теперь сжигает его дотла. Или на того, кто скатывает с обрыва машину, на которую копил годами. Или же, представьте еще более ужасающую картину, убивает свое же дитя, рожденное и вскормленное в трудах и лишениях. По правде говоря, если с одной стороны делать добрые дела нелегко, то может быть еще более затруднительным их сохранение. Найти хорошего брата, хорошего друга – дело нелегкое. Но найдя, не потерять, сохранить отношения – гораздо более сложная задача. Также обстоит дело и с хорошей супругой. «Поистине нищим из моей общины окажется тот, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, кто в день воскресения принесет с собой молитвы, посты и закят, но выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал того, присвоил имущество того-то, пролил кровь того-то и ударил того-то». Вот кого счел нищим благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям. А дальше дается разъяснение настоящей причины нищеты. И тогда из его благих дел будет что-то отдано тому,
что-то этому. А если запас его благих дел иссякнет, прежде чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов, обиженных им, станут брать что-то и возлагать на него, а потом его ввергнут в ад. В судный день капитал человека – это его добрые дела. Подобно тому, как без денег за душой невозможно начать торговлю, так и не имея добрых дел или растеряв их, прийти на судный день будет огромным несчастьем. Да приведет нас Аллах к наилучшему исходу и заберет к себе в момент совершения наилучших дел. Пусть Аллах облегчит нам совершение многочисленных благодеяний и поможет сохранить их до самой смерти. Аминь.